Наказы избирателей в Коми выполняются. Благоустройство, ремонт учреждений, создание пожарных водоемов, десятки социально значимых проектов уже удалось воплотить в жизнь. А работу парламентариев в Коми по выполнению наказов поддержал глава республики Владимир Уйба. Что уже сделано и что еще предстоит, обсуждали на неделе в Государственном совете. Все детали у Ольги Коняевой. На лыжную базу села Ношуль закупили новый спортивный инвентарь. В Пажге появилось ограждение футбольного поля, а в селах Томбры, Каланской, Кайгородке – пожарные водоемы. В селе Объячево обустроена хоккейная коробка, отремонтированный дом культуры в Кожве и библиотека в поселке Луговой. Это только малая часть примеров исполнения наказов избирателей. Проекты не масштабные, но важные и нужные для деревень и городов. В ушедшем году было исполнять очень интересные наказы, потому что действительно появляются такие интересные жемчужинки, которые можно действительно применить к своему округу. К примеру, в Уктыле никогда не было тротуара вдоль домов к магазину. Да, удалось построить, это действительно вызвало очень хороший отклик. В Печоре, к примеру, один из наказов был помощь театру танца «Стиль». Это замечательный театр, который много лет существует, народный театр, откуда все детки, которые в Печоре танцуют, они, можно сказать, вышли. В 2021 году депутаты Госсовета предложили внести отдельную статью расходов в бюджет региона на исполнение таких проектов. По поручению главы Коми Владимира Уйба из резервного фонда правительства региона на выполнение наказов избирателей было выделено более 70 миллионов рублей. В 2022 году удалось реализовать 81 проект. Это пример эффективного взаимодействия законодательной и исполнительной власти в интересах жителей республики. На этот год у нас также запланировано 75 миллионов рублей, то есть 5 миллионов на округ в среднем. В основном проекты идут социального направления. Это ремонт в школах полов, замена окон. Есть строительство детских площадок, подъезды к тем же школам, садикам. Поэтому разноплановые проекты. Они очень похожи проекты на народный бюджет. Свои идеи жители и местные власти озвучивают на встречах с парламентариями региона. Каждый наказ проходит общественное обсуждение в поселениях, городах и районах. Так формируется перечень из десятков актуальных на местах инициатив. Депутатские наказы – это лишь одно из направлений. У нас есть инициативный бюджет, когда граждане самостоятельно выбирают или определяют те или иные направления. У нас есть поддержка через ТОСы, да, есть поддержка гранты главы, есть президентские гранты, когда НКО тоже участвует в этих проектах и так далее. То есть в республике развернута очень большая и обширная система поддержки как раз инициатив со стороны населения. Перечень наказов на этот год сформирован. В апреле муниципалитеты уже смогут приступить к работам. Не менее важная тема, над которой работают парламентарии Коми – капитальный ремонт жилого фонда. Программа показала свою эффективность в регионе. 1090 домов. В них более 1800 конструктивных элементов удалось капитально обновить за 7 лет. Фасады, лифты, инженерные сети, фундаменты. Стоимость работ более 5 миллиардов рублей. Однако взятый темп не решает проблему в целом. Домов в долгосрочном плане капремонта куда больше. На сегодняшний момент нужно 160 миллиардов. Решить проблему могло бы повышение размера взносов. Так, к примеру, до увеличения взносов в 2018 году отремонтировано региональным оператором было 148 конструктивов, тогда как уже в 2020 отремонтировано 347 конструктивов. То есть существенный рост, он заметен. А уже в последние 2 года, 2021-2022, отремонтировано более 800 конструктивов. Размер взноса на капремонт в Коми растет постепенно и даже в перспективе не достигнет необходимой суммы. Для полномасштабной реализации программы взнос пришлось бы увеличить сразу в 3 раза. Но такого никогда не будет. Закрывать дефицит планируют за счет софинансирования программы капремонта. На что в республиканском бюджете уже запланировано 725 миллионов на 3 года. За поддержкой парламентарии региона планируют обратиться и на федеральный уровень.
Мы готовим большое совещание, парламентское слушание в конце мая, где мы хотим рассмотреть основные вопросы по жилищно-коммунальному хозяйству, в том числе капремонт, с выходом по итогу на федеральный уровень с задачами и вопросами к федералам. Основная задача будет это получение денег федеральных и решение законодательных инициатив, которые помогут Республике Коми выйти на другой уровень, в том числе и в вопросе капремонта. Еще одна проблема – долг жителей. Сумма уже превысила 1 миллиард рублей. С неплательщиками фонд работает в том числе через суд. Львиная доля в НТИ Воркуте из-за большого количества малозаселенных домов. Депутаты Госсовета Коми поддержали идею исключать пустующие многоэтажки из программы. Это еще один повод для обращения на федеральный уровень. Есть претензии и к муниципалам по составлению краткосрочных планов. В прошлом году прокуратура обязала поставить на капремонт 3 дома. Разные по конструктиву многоквартирные дома, они ветшают по-разному. То есть, если, опять же, находятся в разных точках нашей республики, то есть, предположим, в южных районах тот же самый конструктивный элемент изнашивается медленнее, чем, например, в северных, таких как Воркута. То есть, соответственно, самая главная задача органов местного управления и органов государственного жилищного надзора – обеспечивать своевременный контроль за техническим состоянием домов. Кроме того, республика планирует включиться в федеральную программу по ускоренной замене лифтов с истекающим сроком. Это особенно актуально для домов, где взносы собирают на спецсчете и средств недостаточно. Установить новый лифт можно будет в рассрочку на 5 лет.